Мансур Хасанов, Миркасым Усманов, Мирфатых Закиев. Мне повезло слушать их выступления. Это были титаны мысли. Они не просто были блестящими татарскими учеными, общественными деятелями. Главное, они формировали для нас новые смыслы, которые находили свое воплощение в национальном строительстве, национальном сознании, мировоззрении татарского народа. Для движения вперед любой нации нужны маяки, которые светом знания освещают исторический путь своего народа, создают модели будущего. Кто сегодня сможет взять на себя эту миссию? Задаю я себе и вам вопрос. Лично у меня нет пока ответа. Может, он есть у вас. Одно бесспорно. Если мы потеряем национальное образование, у нас не будет почвы для появления новых Хасановых, Усмановых, Закиевых. Пока, к большому сожалению, мы только теряем. Ровно 2 года тому назад, в августе 2021 года, в Мишкинском районе Башкортостана был открыт памятник Гази Загитову, герою, водрузившему знамя победы над Рейхстагом. Хотелось бы сделать небольшое пояснение и напомнить нашим зрителям, кем же был Гази Загитов. По данным историков, в дни взятия Берлина над Рейхстагом реяло около 40 красных знамен. Но официально водрузившими знамя победы были признаны лишь Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Их имена и вошли в школьные учебники. Но долгие годы умалчивался тот факт, что еще за 3 часа до группы Егорова и Кантария первыми знамя на крыше Рейхстага закрепили Гази Загитов и Михаил Минин из группы Макова. Гази Загитов, отважный татарин, родился в деревне Янагушево Мишкинского района Башкортостана, где памятными сегодня значится несколько мест. Это место захоронения Гази Загитова, краеведческий музей имени Загитова и школа, которая также носит его имя. Точнее, будет сказать, носила имя отважного солдата-героя-освободителя. Ровно через 2 года после того, как в районном центре с большими почестями был открыт памятник, местные власти без особой огласки издали распоряжение о приостановлении деятельности не менее легендарной школы. Подробности у Ильзиры Юзаевой. Кто бы мог подумать, что ровно через 2 года нашу съемочную группу нелегкая вновь занесет в эти края. Казалось бы, в этот раз все будет уже таким родным и знакомым. И красота местной природы, и исторические достопримечательности, музей, школа. Одним словом, родина героя Гази Загитова. Весь этот культурный опыт должен был всколыхнуть ворох воспоминаний об исключительном гостеприимстве татарского народа, проживающего в Башкирии. Однако Янагушево встретила нас пустотой, безразличием и страхом. Местные жители, даже те, с кем была наша встреча оговорена заранее, сославшись на самое примитивное «нам здесь еще жить», попрятались по углам и по дворам. Лишь самые отважные, в сердцах которых, видимо, еще осталась хоть капля фамильной гордости, так как в деревне практически каждый в той или иной степени имеет родство с Гази Загитовым, смогли найти в себе мужество перекинуться с нами парой фраз о местной школе, судьба которой теперь висит на волоске. Против, чтобы закрыли школу. Народ против, чтобы закрыли школу, но если не будет школы, не будет деревни. Молодые семьи, куда им теперь ехать? Пусть уж не закрывают, исчезнет красота деревни. Мало или много детей, пусть уж учатся здесь. Вон смотрела по телевизору, в Татарстане 5 человек учатся, и то школу не закрывают. А чего нам тревожиться? И так все время за все переживаем. От наших переживаний ничего не изменится. Вот она, школа имени непризнанного, но тем не менее доказанного историей героя Великой Отечественной Гази Загитова. На воротах здания увесистый замок как символ павшего жребия. По полученным крупицам информации нам стало известно, что в школу в сентябре этого года должны были пойти почти 25 детей. По современным меркам, учитывая такой немаловажный факт, как демографический спад в сельских территориях по всей стране, это все же немалое количество детей. И такие цифры, казалось бы, не могли бы повлиять на принятие столь радикальных мер. К тому же вопрос о приостановлении деятельности школы решается на деревенском сходе, а не методом пера и топора.
только родители по закону имеют право определять, где их чаду получать образование. В чем же истинная причина приостановления деятельности школы? Был ли проведен такой сход граждан? Смогли ли они отстоять свое слово в Янагушево? И как повлияла их позиция на решение местных властей? На эти вопросы, увы, нам не удалось получить ответ ни от главы сельского поселения, ни от Министерства образования Республики Башкортостан, ни от руководства Мишкинского района, где, к слову, в этом году решается судьба сразу 2 крупных татарских деревень. Моя дочка нынче идет в 9 класс, должна была пойти в эту школу. Очень уж стараемся, чтобы ее не закрыли. Лишь бы вот в этой школе учиться. Татарской, на татарском языке. Если они куда-то поедут, в Елышево, там, например, или в Мишкино, там уже будет по-русски. Если дети будут учиться в другой деревне, мы потеряем и язык, и культуру, и свои обычаи. Поэтому очень переживаем. Деревня Татарбаева с таким говорящим названием Татарбае, то есть богатый татарин, одно из крупных и старинных населенных пунктов Мишкинского района. Его история восходит к 17 веку, и название берет от имени того богача, первым вступившим на эти земли. В начале 80-х годов в богатой деревне была построена действительно большая богатая школа, рассчитанная на 300 человек. В те годы было много детей, учились даже посменно. В этом году, 1 сентября, школа должна была принять в 10 раз меньше своего исторического максимума. Но даже 30 детей – это их гордость, богатство, это их надежда на лучшее будущее. Думаю, что эти события повлияют на будущее нашего села. Молодые будут уезжать, останутся одни старики. Мы вот здесь остались в свое время, работали ради этих детей, верили в светлое будущее. Не будет школы, умрет село. Это именно тот случай, когда дело упирается не в количество детей, а в качество условий. 2 года тому назад в деревню был проведен газ. За татарбаевцев, согласитесь, можно было бы только порадоваться, в кои-то веки перепало и им. Но, увы, упоение оказалось недолгим. По неизвестным для жителей села причинам, а, возможно, слишком явным обстоятельствам, линию газопровода довели и прервали точь-в-точь у ворот местной школы. Именно тогда в ее истории кто-то то ли ненароком, то ли преднамеренно поставил жирную точку. 1 миллион рублей тратить ежегодно на покупку угля для зимнего отопления учебного заведения – это вложения, несоизмеримые с расходами сельскохозяйственного района. Временно приостановить – это значит закрыть насовсем. Как теперь быть нам всем? Постоянно об этом думаю. Будут ли они изучать родной татарский язык? Нельзя экономить на детях, когда речь идет об их судьбе. Жители села пишут письма в различные инстанции, но пока безуспешно. Кто теперь заступится за морально устаревшее здание, обслуживание которого району из года в год влетает в копеечку? Кто позаботится о детях, которым придется ездить в город Бирск за знаниями за 17 километров? Кто заступится за народ, который до сих пор имел возможность изучать свой родной язык? В Мишкинском районе это были последние 2 крупные школы, где велось еще изучение родного татарского языка. В 2012 году были закрыты все татарские школы в округе. Это в деревнях Тирякей, Отнаул, Меулет, Йонгакараш, Янагушево и Татарбаево пополнили этот черный список. 2023 год в Башкортостане был объявлен годом полезных дел. Закрыть школы в такой знаменательный год – в чем и кому большая польза? Эльзира Юзаева, Ринат Юзаев и Константин Илларионов. 7 дней.